Чувашская государственная академическая симфоническая капелла приветствует своих дорогих и любимых зрителей на музыкально-поэтическом вечере. История движется гигантскими шагами, меняется облик планеты. Но есть в нашей жизни произведения, которые живут во все времена. И каждый раз, открываясь по-новому, находят отклик в душах представителей разных поколений, затрагивая вечные вопросы. Смысл жизни, человеческие пороки, предательство и любовь. Актуальные во все времена темы и проблемы возносят такие произведения в ранг классических, бессмертных шедевров мирового искусства. Этими качествами обладают и произведения английского драматурга Вильяма Шекспира. Шекспир – одно из тех чудес света, которым не перестаешь удивляться. Прекрасный драматург был и замечательным поэтом. Сколько красоты, прелести, изящества звучит в его удивительных сонетах. Шекспир считал, что любовь бывает разной. Покорной, кроткой, страстной и опасной, но в каждом облике чарующе прекрасной. Подлинной вершиной его творчества стала печальная история юных влюбленных Ромео и Джульетты. Эта жизнеутверждающая трагедия продолжает жить в веках. И каждое новое поколение находит в нем свои глубины, находит то, что продолжает задевать за живое, заставляет задуматься и вдохновляет влюбленных на новые подвиги. Эта история и по сей день успешно используется в различных видах искусства. По мотивам трагедии была написана опера Винченцо Беллини, симфония Гектора Берлиоза. Порывы шекспировских бурь звучат в опере Шарля Гуно, увертюре «Фантазии» Петра Чайковского. Высокую поэзию шекспировских драм воссоздал и русский композитор Сергей Прокофьев в своем балете «Ромео и Джульетта». На сегодняшний день этот балет является самым репертуарным и идет на самых лучших мировых сценах. Великолепие и могучую силу музыки новаторского произведения приняли не сразу, так как считалось, что отобразить шекспировские страсти языком балета невозможно. Но композитору-новатору это удалось с успехом. Постановка не только прославила композитора, но и стала визитной карточкой советского балета. Здесь революционна не только музыка, но и сам сюжет. В этой постановке счастливый финал. Ромео успевает встретить Джульетту до того, как она выпьет яд. В спектакле Прокофьева много загадочных, интересных и ярких номеров. И один из них, полный драматизма, «Танец рыцарей», также известный как номер под названием «Монтекки и Капулетти». За десятилетия, прошедшие с момента премьеры, этот номер сам по себе уже стал культовым произведением. И эта музыка используется в кино и на телевидении. Сергей Прокофьев, «Монтекки и Капулетти» из балета «Ромео и Джульетта». Исполняет симфонический оркестр капеллы. За дирижерским пультом народный артист Российской Федерации, заслуженный профессор Марис Яклашкин.
Мировым размахом и своей славой русская литература обязана Николаю Васильевичу Гоголю. Выдающийся мастер слова, гениальный прозаик и непревзойденный сатирик. Необычайно меток и беспощадно правдив в своих характеристиках, виртуозен в расстановке слов и ритмике речи. Редкому голосу писателя удается стать голосом совести, каким стал голос автора Гоголя в «Мертвых душах». Сюжет одного из самых масштабных и значимых произведений русской литературы Гоголю подсказал Александр Сергеевич Пушкин. Он услышал историю о том, как в одном городе несколько лет по документам не умирал никто, кроме военных. Оказалось, что помещики выдавали умерших за беглецов. И спустя уже несколько месяцев Гоголь читал поэту первые главы своего произведения. Он переработал этот сюжет и создал поэму о бывшем чиновнике, который выдает себя за богатого помещика и скупает мертвые души. Творческое наследие Гоголя чрезвычайно привлекало многочисленных музыкантов и режиссеров и послужило основой для создания фильмов и музыкальных произведений. Большим почитателем творчества Гоголя был и крупный советский композитор Альфред Шнитке. Лейтмотивом всех творений композитора всегда являлся человек с его переживаниями, страстями и эмоциями. Его музыка говорит с нами о философских, духовных, нравственных вопросах, дает возможность размышлять о столкновении возвышенного и низменного, трагического и комического. Все то, что мы читаем в повестях Николая Гоголя. Композитор настолько глубоко проникнул в мир гоголевских героев и создал 4 опуса к его произведениям. Это музыка к спектаклю «Ревизская сказка», Гоголь-сюиту для симфонического оркестра, балет «Эскизы» и музыку к фильму «Мертвые души» режиссера Михаила Швейцера. На материале музыки к фильму «Мертвые души» тонкий мастер, дирижер Геннадий Николаевич Рождественский создал оркестровую редакцию произведения, и родилось новое произведение «Сюита», состоящее из 9 номеров. Музыка Альфреда Шнитке всегда удивляла слушателей и была для них неожиданным сюрпризом. И сегодня для вас прозвучит это произведение, которое сменяет друг друга яркие и колкие сатирические зарисовки. И сегодня здесь, на этой сцене, развернется настоящий симфонический спектакль. И, к слову сказать, дорогие друзья, у нас сегодня премьера. Впервые в Чувашской республике исполняется это произведение. Альфред Шнитке. Сюита из музыки к фильму «Мертвые души».
Последние два такта.
Thank